Если буквально 5 лет назад на вопрос «есть ли желание служить в армии» многие отвечали неопределенно или искали причины для отказа, то сейчас такое встречается крайне редко. В основном ребята идут служить с желанием и готовностью, отметили в своем выступлении представители военного комиссариата. Помимо роста военно-патриотического духа среди молодежи, на это сказываются и государственные меры по подъему престижа армии. В частности, у неслуживших юношей не будет возможности работать в госструктурах или занимать должности на муниципальной службе. За прошедший 2016 год в мероприятиях, проводимых сотрудниками военкомата, были задействованы 1049 призывников. Они прошли медицинское освидетельствование, призывную комиссию, по каждому было принято решение. Полностью годными к военной службе признаны 395 юношей. Им присвоена категория годности А. Еще 344 человека годны с незначительными ограничениями. При этом половина призывников получили отсрочку. 404 человека в связи с учебой, 115 по состоянию здоровья. На сегодняшний день 297 парней из Сибай и Хайбулинского района проходят службу в самых разных уголках страны. Это ребята, призвавшиеся в армию весной и осенью 2016 года. Из отправленных в воинские части на военную службу сухопутные войска направили 220 человек, что составляет 74%. Также ракетные войска стратегического назначения 16 человек, воздушно-десантные войска 4 человека, ВВС 4, железнодорожные войска 4, войска центрального подчинения, воинские части центрального подчинения 19 человек и внутренние войска МВД, сейчас называются войска национальной гвардии, 25 человек. Хоть и существуют осенние и весенние призывные кампании, работа в военном комиссариате ведется ежедневно. С января по март здесь осуществлялась первоначальная постановка на учет юношей в возрасте 17 лет. Всего медицинское освидетельствование прошли 276 человек из Сибая и Хайбулинского района. Комиссия показала, что к службе годны меньше половины осмотренных – 47,8%. Около 60 человек и вовсе только в военкомате узнали о наличии тех или иных заболеваний. Участники пресс-конференции подчеркнули, что здоровью подрастающего поколения необходимо уделять самое пристальное внимание, и оно должно начинаться прежде всего с семьи. Здоровье и знания абитуриентов – это главное, на что обращают внимание военные учебные заведения Министерства обороны России. Подбором кандидатур будущих курсантов и их отправкой также занимается военный комиссариат. Кроме того, ведомство ведет и набор граждан для службы по контракту. В 2016 году проводилась работа на подбор на военную службу по контракту. Мы отправили 37 человек в 2016 году. В этом году также эта работа продолжается. Приоритетное у нас задание – это Республика Таджикистан, поселок Тотская Оренбургской области, город Екатеринбург, поселок Рощинской Самарской области. Есть также наряд воинской части Ульяновск, Чебаркуль и населенный пункт Борзой, Чеченская республика, и населенный пункт Калиновская, Чеченская республика. Во время военной призывной кампании, согласно плану Республиканского военного комиссариата, из Сибая в ряды вооруженных сил страны должны отправиться 147 юношей. В это число входят и будущие солдаты из Хайбулинского района. Первая отправка состоится 12 мая. В этот день 5 юношей поедут служить в воздушно-десантные войска. Давид Фадеев, Айгуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.